Вот вчера здесь колодец был полный, но вот сегодня немного, оказывается, ушла. Большая вода в музей под открытым небом начала прибывать 3 дня назад. К счастью, успели переселить птиц, перевели на новое место лошадей, вынесли часть экспонатов. На полу что было, да, там уже вот кровати, там серванты разные, да, сундуки, которые поднимали там наверх, которые не смогли поднять. Вот они пострадали. Причина ЧП не грунтовые, а талые воды. Снега этой зимой было столько, что все не уберешь, признается Минидомир Абый. В итоге потоплена деревянная мечеть, построенная без единого гвоздя. Единственная в Татарстане деревянная мельница, которую в годы войны построили татарские женщины. Такое здесь впервые за последние 12 лет. В былые годы в это время здесь уже было немало туристов. Сейчас же затишье. На качелях можно покататься, только надев резиновые сапоги, а к дому, в котором снимали фильм «Зулиха», и вовсе не подобраться. Ущерб есть, конечно, для музея. Потом мы вот отказались от этих туристических агентств. У нас же заявки были, все-таки там каникулы, детские, школьники были. Мы всем отказали. Во время нашей съемки в музей приехала очередная группа туристов. Летели из Ярославля вот специально. Прекрасные отзывы об этом этнографическом музее. Мы очень хотели попасть, но вот, к сожалению, очень надеемся, что попадем. Здесь глубина уже метр. По словам директора музея, с последствиями паводка он сражается самостоятельно. Но после приезда нашей съемочной группы спасатели все-таки побывали на месте ЧП. Сразу же об этой ситуации было доложено руководству района. И сейчас отправлен экипаж МЧС для того, чтобы помочь. И как нам позже сообщил директор музея, сотрудники МЧС не смогли помочь. Воду здесь попросту некуда откачивать. Рядом оживленная трасса М7, во время строительства участка которой не предусмотрели ливневку для талых вод. Это надо сохранить и передать для будущего поколения. Мы же не делаем здесь, чтобы зарабатывать денег. Мы делаем так, чтобы собирать музейные экспонаты и передать будущему поколению. Власти района сейчас решают вопрос о переносе музея на другую территорию, но решения пока нет. Это не размежован еще пока участок, да, вокруг находится вода, поэтому возможность подтопления на новой территории тоже не исключается, но там не было еще пока геологических этих исследований, да, чтобы посмотреть, насколько надо укрепить берега и все остальное. Мы подбором земельного участка занимаемся. Большая вода, по прогнозам, будет здесь еще как минимум 2 недели, поэтому туристов здесь не ждут. Хозяин музея подсчитывает убытки. Юлия Гоголева, Вадим Илларионов, ТНВ, Зеленодольский район. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.